Друзья, сейчас из-за происходящего в нашем мире осталось совсем мало крутых событий, но UFC все еще держится, и нас ждет множество увлекательных боев. А каких именно, это вам подскажут мои друзья из OneX, в этом деле они точно лучшие. А для того, чтобы сделать свой выбор, смотри в закрепленный комментарий, а также по нашему промокоду 100 пудов ты получаешь до 100 вечно зеленых, но это только для новеньких. Итак, первый раунд. Напомним, что Дастан Шершеев тренируется под руководством Руслана Кривуши, который также воспитал и вырастил таких парней, как Алим Набиев. Ну, Алиму Набиеву, к нему пришел уже состоявшимся спортсменом. Также он работает с Тимуром Аляровым, который, насколько я видел, в зале находится сейчас также. Так, давайте посмотрим первый раунд. Бойцы очень активно начали, но пока обмениваются лоу-киками. Денис в своей манере начал поддавливать. Пропускает лоу, тут же заходит с коленом. Денис активно работает первым номером, лоу-кик. Дастан выжидает. Руслан Кривуша требует от Дастана Шершеева внутреннего лоу-кика, но Дастан пока исключительно работает внешним. Клинч. Посмотрим, кто здесь окажется продуктивнее. Очень хорошие антропометрические данные для тайского бокса. По своим данным, у Дениса Колотыгина. Денис Колотыгин очень напоминает Сашу Сушко, своего одноклубника. Да. И манера очень похожая. Вот Саша Сушко очень известный спортсмен, очень много выиграл на профессиональном ринге. Вот посмотрим теперь новый воспитанник Романа Насонова, Денис Колотыгин, очень похожий на Сашу Сушко. Да, действительно, и такой тоже Денис немного затянутый, как Александр. Да, активно работает в клинче, но Александр последние год-два чуть сменил свою манеру ведения боя, как и начал боксировать по K1. Ему приходилось больше работать руками и делал упор на руки. Ну и, конечно, его коронный удар коленом. Да, вот очень многих он побеждал коленом. Помню, мы вместе не раз ездили на чемпионаты России. Очень хорошо общаемся с Сашей. Он как раз секундирует сейчас, также с Романом Насоновым находится в углу, поддерживает своего одноклубника. Хорошо колено заходит у Колотыгина. Дастан пытается работать в клинче, апперкот используя и локти. Очень ровный первый раунд. Но первым номером все-таки работает Денис Колотыгин. Вот опять взял захват в клинче. А мне показалось, Дастан головой ударил сейчас. Да, возможно, но... Ну, Дастан, кстати, всегда этим славился, надо сказать. Да, Дастан может ударить, но вроде как... Сейчас я не заметил удара головой, надеюсь, не будет. Ну, такое движение было, такое небезопасное. Да. Идет вперед Колотыгин, гоняет соперника по рингу. Дастан Шершеев действует вторым номером. Сейчас в углу должны подсказать Денису, чтобы он подрезал углы сопернику, потому что они уже делают круг пятый по рингу. Круг почета, да, практически. Круг почета. Думаю, сейчас секунданты все подскажут, и он начнет обрезать углы. Тогда Дастану придется однозначно сложнее, потому что Колотыгин, у него очень хорошая функциональная подготовка бывает на всех турнирах. Он от раунда к раунду начинает наращивать темп и постоянно работает, поддавливая. Ну, кстати, мне показалось, что концовку раунда как раз Денис забрал, потому что он давил явно, Дастан очень мало отвечал, а Денис Колотыгин, напротив, выбрасывал больше ударов. Не сказать, что больше попадал сильно, но в любом случае был активен. Однозначно, Денис практически весь раунд был активнее, но Дастан в начале раунда сопротивлялся, отвечал, но концовку раунда вырвал Денис. Посмотрим второй раунд. Роман Насонов активно подсказывает своему ученику, показывает конкретные связки, какие можно пробивать против Дастана. Также активно работает и Руслан Кривуша, он больше восстанавливает своего спортсмена функционально. Так как опять скажем, что Дастан подсел в конце первого раунда. Посмотрим второй раунд.
Да, еще один нюанс хотелось бы мне отметить в действиях Дениса. Мне показалось, что иногда он с ударами бежит просто вперед без подготовки, стараясь ударить, да, от большого желания. Да, очень большое желание у парня, да. Но я думаю, сейчас подкорректировали в углу его работу. Посмотрим второй раунд. Дастан начинает активнее. Попадает Дастан с правой сейчас. ручки. Денис хорошо отвечает сам, цепляет соперника двойкой. Использует фронт-кик Дастан. Вот в ответ попадает Денис. Откровенный бой, откровенные удары руками могут попасть. Но, похоже, удары не сильные и проходят вскользь. Пытался сейчас после подхвата ноги Дастан Шершеев Дениса уронить, но Денис чувство баланса хорошее явил и не позволил этого сделать. Выцеливает правый локоть Денис, похоже, уже второй раз, но Дастан успевает уклониться от локтя. Требует от Дастана Шершеева работы руками. Иногда Денис действует немного разбросанно руками. Вот чуть бы подсобраться, тогда было бы совсем хорошо, мне кажется. Опять же скажем, что он не так давно занимается тайским боксом, всего 4-й год, поэтому удары руками не так просто поставить. У него клинч очень хороший, но даже по сравнению с ноябрем месяцем у него ручки уже работает он ручками получше. Но его уже поставленный клинч, это нет сомнения в нем. Сейчас хорошо коленом попал, еще раз попадает Калатыгин. Середина раунда, и Дастан опять начинает работать вторым номером. Денис опять поддавливает. Функционально Денис готов лучше, однозначно. Да, согласен полностью, и дальше Дастану будет только тяжелее. Похоже, нос разбит у Дастана. Да, так и есть. О, попал сейчас левый, зацепил Дастан Шершеев, опустил правую руку. О, с правой снизу достает Дастан. Два удара подряд пропускает Денис, но тут же идет вперед, тут же идет. Вот опять же, да, сказывается этот разброс рук у Дениса. Если бы чуть более собрано, мне кажется, руки держал, правую не опускал, то этих ударов, может быть, и не было. Да, достаточно низко держит руки и откровенно лезет в обмен. С Дастаном нужно работать в клинч. Колено навстречу попадает Денис. И Дастан правый отвечает Дастан неплохо. Дастан, да, действительно, функционально подсел. И если бы этого не было, сейчас опять очень опасный правый оверхенд в исполнении Дастана мы видим. Колено навстречу попадает Денис. Вот в этом раунде уже начинает поджимать Денис. Но Дастан пока что уходит. Пока остались силы у Дастана и старается одиночными ударами с рук встречать. Очень прилично Денис нагрузил коленями корпус Дастана. Я думаю, что в третьем раунде это тоже скажется обязательно. Вот эти удары по корпусу. Конец первого раунда. Денис также в атаке. А второй раунд, извиняюсь, в клинче скрутку проводит Дастан Шершеев. Очень сильно разбит нос у Дастана Шершеева. Это затрудняет ему дыхание и чинит дополнительные сложности. Ну что ж, за кем второй раунд? Второй раунд довольно-таки спорный, ровный. И не могу сказать, что кто-то однозначно победил. Потому что Денис шел вперед весь раунд, так же, как и первый раунд. Но во втором раунде Денис шел также откровенно вперед, но Дастан одиночными ударами попадал навстречу. Думаю, ровный раунд. В третьем раунде все будет видно. Третий раунд решающий. Это понятно, но с другой стороны, в тайском боксе же выше оцениваются те приемы, которые больше характерны для тайского бокса. А это именно удары коленом. А коленями Денис попадал больше. Да, колени и локти однозначно Денис был лучше, но руками Дастан нагрузил тоже очень хорошо. Справа попадал, и правый снизу проходил у него, и правый боковой. Бойцы готовы. Третий раунд. Очень захватывающий бой. Интересно, что Денис Калатыгин сейчас посылает кому-то воздушный поцелуй туда на трибуны и показывает, что он готов еще прибавить и готов вырвать эту самую победу. У Дениса очень много болельщиков на трибунах. Спортивный клуб «Комбат» активно поддерживает своих спортсменов и большими командами приходят на трибуну. Да, я помню, еще когда Александр Суршков выступал, там по 200 человек десант приезжал болеть, только за него одного. Да, и на стадионе складывалось ощущение, что идет какой-то футбольный матч. Болельщики у спортивного клуба «Комбат» очень активно поддерживают, заряжают своих бойцов.
Откровенный бой в третьем раунде. Но удары пока с рук проходят скользко, как у Дастана, так и у Дениса. Требует от Дастана Шершеева работы коленом в клинче. Также мы слышим команду лево-боковое для Дастана Шершеева. Руслан Кривуши очень активно поддерживает своего воспитанника. Но пока в третьем раунде Денис Калатыгин активнее. Снова вот этот самый удар справа, который регулярно проходил у Дастана Шершеева. Вновь его подключает представитель Киргизстана. Вот сейчас хорошо, опять тяжело справа достает соперника Дастан. Теперь уже и Денис начинает наедаться потихоньку. Идет вперед, и не всегда он хорошо перекрыт. И Дастан Шершеев периодически этим пользуется. Удары Дениса мы видим уже не столь мощны. Но Денис подавливает однозначно. В клинче колени, активная работа коленями и локтями, это дает ему преимущество в третьем раунде. Середина третьего раунда. В правосторонней стойке стал работать Дастан. Он быстренько ее поменял обратно в правшу. Да, попал с правой ноги в корпус Денис. Хороший приемчик выполнил Дастан Шершеев. Чувствуется усталость бойцов. Дастан попадает. Да, сейчас вот такое ощущение, что второе дыхание у Дастана Шершеева открылось после этих попаданий и приемов. Но мы видим характер Дениса, который пытается отыграть все эпизоды. Суровый бой мы с вами наблюдаем. Да, суровейший. Денис идет вперед. Этим мне и нравится этот боец. Весь бой он старается работать первым номером, поддавливая соперника. Уповает на удар справа регулярно Дастан Шершеев. В клинче неплохо заходит колено у Дениса. Еще одно. 30 секунд, уже даже меньше до конца поединка. Очень устали спортсмены. Супермен панч проходит у Дастана Шершеева. И такой перевод в партер. И тут же падает. Последние 10 секунд боя. Ну что ж, очень хорошая концовка для Дастана Шершеева. Но Денис, вы посмотрите, уже, не хочется говорить на последнем издыхании, да, буквально на морально-волевых качествах идет вперед Денис Калатыгин, и надо отдать ему должное за это. Денис Калатыгин победно скидывает руки вверх, видимо, полагая, что победа достанется именно ему. И у него, кстати, есть определенные основания на это. Думаю, да. Тут либо четвертый раунд, либо победа за Денисом Калатыгиным. Ну, четвертый раунд, наверное, был бы возможен, если бы Дастан Шершеев одержал убедительную победу в третьем раунде. Уж коль скоро мы два других. Хотя, да, я благодарю Абдуллу Беделова, промоутера, руководителя турнира Russian Challenge. Спасибо большое, Абдулла. Приходите еще. Да, всего доброго, друзья. Но мы еще увидимся, я так Да, мы еще увидимся, да. И услышимся. Да, впереди еще 5 боев. Отлично. Идем. Итак, в этом напряженном поединке раздельным решением судей победу одержал Раздельное решение судей. боец из синего угла Дастан Шершеев. Да, видимо, все-таки второй раунд отдали Дастану. И, видимо, концовку третьего тоже. Ну, что поделаешь, это спорт. Поздравляем Дастана Шершеева. Но стоит отметить очень достойную работу Дениса Калатыгина. Его мужество, которое он продемонстрировал здесь, в ринге. Промоутер турнира Russian Challenge Абдулла Беделов.